25 марта 2014 года воспитанники детского сада номер 69 города Курска продемонстрировали театральное представление в рамках конкурсной программы по тематике пожарной безопасности. Ребята показали спектакль «Кошкин дом», спели частушки и прочли стихотворение о том, как обезопасить себя от огня. Во время спортивной эстафеты детишки демонстрировали свое превосходство в навыках тушения условного пожара. Танец маленьких огней в исполнении девочек привел аудиторию в восторг. Мальчики приняли участие в викторине по пожарной безопасности. Занятия с детьми, независимо от этой конкурсной программы, мы все равно будем проводить. Мы всегда рады, когда нас приглашают в детские сады, в школы, на собрания на родительские. Мы всегда рады рассказать и напомнить дополнительно и детям, и взрослым о правилах пожарной безопасности. Совсем скоро конкурсная комиссия в составе представителей Главного управления МЧС России по Курской области и Пожарно-спасательного музея Курской области определят победителей. Этот выбор будет довольно непростой. Программы игровые были очень разные. Были и театрализованные представления, и концертные программы, и спортивные эстафеты, и комбинированные мероприятия. Но все мероприятия показали, что дети основы правил пожарной безопасности выучили, а значит, с ними ведется планомерная и постоянная работа по этим вопросам. По словам же заведующей детским садом Ларисы Ивановны Кривдиной, проведение подобных занятий по тематике безопасности стало доброй традицией, и каждый месяц в учебном заведении организуются тренировочные занятия по эвакуации. Все дошколята уже твердо усвоили, что в случае любой беды необходимо сразу же набирать 3 заветные цифры – 112. Каждый месяц, в конце месяца мы проводим тренировочное занятие, и дети уже знают, что по сигналу нужно выйти из дошкольного учреждения. Сперва для детей это может быть и сложно, но в памяти откладывается телефон спасения 112, и я думаю, что наши дети сумеют набрать этот номер телефона.